Вот мы хотим показать. Территория же была, помните, что вообще ничего не было. Лужи, грязь и забора даже не было. Вот получается за 5,5 лет какую красоту сделали. И все усовершенствуем. Сделали дворики. Теперь дворики, показалось, надо их усилить, потому что они такие крепкие у нас все животные и умные, научились раздвигать вот эти проволочки, вылазить. Вот. А теперь получается, в связи с тем, что все-таки еще есть группа где-то около 10 собак, которые ходят по поселку, и их надо спасти. Вот именно даже не то, что изолировать, их нужно спасти. Чтобы спасти, нужна дополнительная территория. Вот у нас, я хочу показать, вот там вот кусочек есть еще, там будет им места достаточно. Но его надо в порядок привести. Вот пойдемте я покажу, что мы хотим сделать. Но это когда снег растает, это, наверное, в конце апреля только начнем. Вот этот вот домик, он старый уже домик, хотели его развалить, а мы решили, а зачем мы его будем ломать, мы из него сделаем хорошую кладовку, ну, для всех бытовых вещей, лопаты, ну, мало ли для чего, двери, потому что стены крепкие. Потом все вот вычистить, там вот 2 вольера уже стоят, ну, пока они еще бездействуют, потому что к ним надо площадку приделать, и надо сделать ограждение, вот, получается, еще 3 стороны. Там почти половина сделана, мужчины усилили прям этими такими, ну, железными специальными приспособлениями, ну, крепко, чтобы забор держался. Ну, получается, вот еще по периметру забор. Сюда мы хотим где-то 5 вольеров еще вот. Опять эти вольеры мы включили в грант. Вот, мы хотим где-то 5 вольеров и еще 10 будок. Поставить будок, ну так, на расстоянии 1,5 метра, чтобы уже могли бы, ну, как бы привязать или пристегнуть к поводкам собак, чтобы они друг друга не трогали, но жили в будках. Ну так вот, уплотниться. Это мы тоже в условиях, ну, в планы гранта ставили. В общем, надеемся, что, наверное, победим для благого дела. Вот. Потом надо отсыпку сделать, много труб убрать. Но в это лето уже готовили эту территорию, поэтому уже работы поменьше останется. Ну, вот получается, вот такие у нас перспективы в плане. Ну и правда, все говорят, что у нас приют очень похож больше на частный, на дом. Дом для животных, ну никакой там приют-передержка. Мы сразу, даже когда передержка была, мы ни одну собаку не выпустили на улицу. Выпустили, правда, 3, но вынуждены были. Вот. Ну, из этих 3, в общем, 2 вернулись. Один пес уже живет в Германии, Паркер. Вот ему 10 лет, его забрали, он там счастливый. Вот. А другой пес у нас, а вот 3-го не можем найти теперь по поселку. Он у него и чип, и все у него есть. А не можем, хотели бы мы его тоже вернуть. Ну, где-то, говорит, в лесу стаи какой-то ходит. Ну, мы не видим. Если увидим, то обязательно заберем. Потому что мы категорически против выпуска животных на улицу. Пока менталитет еще у нашего населения слабый к тому, чтобы на спасение. Все боятся, все собак боятся, а не надо бояться, надо им помогать. Вот у нас это усиливаем вольеры, потому что, я еще раз повторюсь, умные собаки, сетки вон пораздвинули и вылезли. Такой огромный пес, как он вылез, непонятно. Ну вот теперь уже не вылезет. А здесь будете делать вот это, Слав? А вот эту доделаете? Нет, сегодня, сейчас нет. Нет? Мы вот это а, вот это по весне уже, да? По весне надо раскапывать все. А, понятно. Ну ладно. Ну вот я еще повторюсь, наши несменные помощники. Вот Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, Бедов. Он уже тут прописан. Все 6 лет прописался, да. Дальше. Вот Виктор. Это у нас, получается, рабочий по чего? Рабочий по уходу за животными. Но он теперь уже и повар. Я же хотела сказать, с чего начать, то ли повар. В общем, да. Мастер на все руки. Да.
Повар, кстати, хороший. Вот Николай, он тоже нам всегда помогает. Когда просим, ну, когда у него возможность есть, он по сменам работает. Он и летом обшивал вот это вот все вольеры. Да, что он только не делал, и воду нам возил. И вообще это наш человек. Тишку он у нас взял. Ну, он был толстый, теперь он Тишка. Толстый Тишка, да? Да. Сейчас теперь они на лабрадора посматривают. Вячеслав Викторович, несменный помощник. Ну что, Все те же. на постоянной основе 5 лет уже. Да, Общаемся, помогаем, да? да, да. Местный житель. И здесь, и в какой тоже в поселке. Молодцы, молодцы. Да. Молодцы. В общем, ребята веселые, дружные, зато сколько все, он все сколько сделал. А вот Оксаночка, это правая рука Николая, его супруга, помощница, они всегда вместе. Кто сегодня? Коля? Я. А, ты? Ой, поздравляем, поздравляем. Все любви, здоровья, желаем счастья, благополучия. Именинница наша. Вот так.